Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Стали известны имена смертников, устроивших взрывы в бельгийской столице. Поиски еще одного подозреваемого продолжаются. Тем временем Бельгия закрыла границу с Францией и перешла на усиленный режим ее охраны. Но, как выяснилось, перейти ее несложно. Мы приехали с территории Франции в Мускрон без проверки на автобусе. Мигранты из Ближнего Востока опасаются, что после теракта в Брюсселе их путь в Европу станет еще более сложным. Польша уже заявила об отказе принимать беженцев. Такое же решение предлагают вынести на референдум литовские политики. Приехали сюда не для того, чтобы что-то взрывать, не для того, чтобы стать террористами. В Кыргызстане митинги протеста. Оппозиционеры требуют отставки правительства, а кыргызские спецслужбы сообщают о предотвращении попытки государственного переворота с участием бывших чиновников. Сейчас технические возможности позволяют делать монтаж, вырывать определенные слова из контекста. Скорая по расписанию. В целях экономии в России сократили количество станций скорой помощи, а машины с фельдшерами перевели на работу по часам. Шансы остаться в живых у тяжелобольных практически свелись к нулю. Я так старалась, так била, чтобы тебе выжить, а ты никак не боролась. Взрывы в брюссельском аэропорту и метро устроили братья Бакрауи, сообщает бельгийский телеканал RTBF, ссылаясь на источники в полиции. По данным журналистов, Ибрагим Бакрауи, вероятно, взорвался в аэропорту Завентем, а Халид Бакрауи в метро на станции Мальбек. Поиски третьего человека, которого видели с братьями Бакрауи в аэропорту и попавшего в объектив телекамеры за несколько минут до взрывов, продолжаются. Бельгийская полиция идентифицировала его как Наджима Лаашрауи, который объявлен в розыск по делу о ноябрьских терактах в Париже. Также поступили сообщения об аресте еще одного подозреваемого в совершении взрыва в Брюсселе, однако о его личности ничего не сообщается. В Бельгии объявлен трехдневный траур. Жители столицы и туристы приносят цветы и свечи на центральную площадь города. В среду в полдень они почтили память погибших минутой молчания. Напомним, что в результате 3 взрывов, которые прогремели 22 марта в аэропорту и метро бельгийской столицы, погибли 34 человека. Ранено более 250 человек. Ответственность за эти нападения взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». Это было очень эмоционально. Мы должны были выйти. У меня нет слов, чтобы описать, что я чувствую. Правда, что привыкаешь везде видеть эти атаки, но когда это случается у тебя дома, ты реагируешь намного сильнее. Это самое маленькое, что мы можем сделать. Все в ужасе от того, что произошло. Но находясь здесь вместе со всеми этими людьми, даже на одну минуту, задумываясь вместе о том, что случилось, я чувствую тепло в сердце. Потребуется какое-то время для нас всех, чтобы вернуться к нормальной жизни. Быть здесь всем вместе – это первый шаг. Это необходимо нам всем. Власти Бельгии после серии взрывов в Брюсселе приняли решение закрыть границу с Францией. Железнодорожное сообщение между государствами остановлено. Сообщается, что на усиленный режим перешла охрана французско-бельгийской границы. Проверить, насколько крепко она защищена, отправилась наш корреспондент Гулясал Камолова. Северный вокзал Парижа переведен в усиленный режим безопасности. С этого вокзала ежедневно отправлялись поезда в Брюссель. Также из Северного вокзала можно доехать на поезде до Великобритании, Нидерландов и Германии. Полицейских на Северном вокзале много, но нет осмотра багажа пассажиров, и вход в вокзал, по сути, открыт для всех желающих. Полицейские есть, но кажется, что они просто со стороны наблюдают. Мы едем на поезде из Парижа в Лиль. Лиль находится в 15 километрах от границы Бельгии. Но мы продолжаем путь на самую приграничную точку Франции с Бельгией, в город Рубе. Он находится на севере Франции в департаменте Нор, округа Лиль. На городском транспорте из французского Рубе мы за 20 минут доехали до Бельгии. И вот конечная остановка автобуса – железнодорожный вокзал Мускрон. Сейчас мы находимся в Мускроне. Это приграничный город Бельгии с Францией. Мы приехали с территории Франции в Мускрон без проверки на автобусе. Вот и все. Мы без проверок документов и осмотра багажа свободно смогли попасть на территорию Бельгии, потратив 2 евро на билет в автобусе. Бельгийский городок Мускрон немноголюден. Мы за полчаса пребывания в городе встретили всего лишь нескольких пешеходов и вернулись снова на том же автобусе обратно во французский городок Рубе. За мной находится Мускрон, город в Бельгии. На границе идет проверка со стороны полицейских документов и машин, которые проезжают с территории Франции на территорию Бельгии.
Проверка документов на этой автотрассе проходит с двух сторон. Со стороны Бельгии работают женщины-полицейские, со стороны Франции – мужчины-полицейские. Машины проверяют выборочно. Полицейские заглядывают в салон, иногда просят открыть багажное отделение машины. Вся проверка на границе Франции и Бельгии занимает несколько секунд. Ну а в Париже Северный вокзал встретил подсветкой цветами бельгийского флага. Гюлесаль Камалова, Муртаза Бехбуди. Настоящее время. Франция. Чем вызвана радикализация молодежи в странах Европы и как решить эту проблему? С этим вопросом мы обратились к научному сотруднику Института стран Азии и Африки Лондонского университета Анне Зелкиной. Молодежь, она сама по себе является благодатной почвой для распространения радикальных идей. Если мы посмотрим немножко, обратимся к истории, то мы увидим, что действительно молодежные бригады всегда составляли самую радикальную часть, и любая идеология это использовала. И вот в данный момент ислам очень умело, исламские радикальные группы, они очень умело используют вот этот молодежный фактор, фактор недовольства тем, что происходит в обществе. И что очень характерно и, на мой взгляд, показательно, что эти движения привлекают не только выходцев из, собственно, мусульманской среды, они привлекают радикальную молодежь совершенно из разной среды. Они стали символом альтернативного видения мира. И дают очень легкий ответ на сложные вопросы, что тоже всегда привлекает молодежь, что это очень легко и просто. Взорвал бомбу, попал в рай и заодно заменил мир и оставил свой след. Поэтому мне кажется, что нужно отделять, собственно, вот исламский фактор от того, насколько определенная интерпретация ислама стала символом для вот этой экстремистской настроенной, не только молодежи, на самом деле это, в общем, не только молодежь, но, конечно, основную часть составляют молодые люди. Если мы будем говорить чисто об исламе, как вот религии, это богатейшая религия, традиция огромная, и искать причины в ней нам ничего это не даст, никуда не приведет. И, к сожалению, когда политики, журналисты, и даже конъюнктурные ученые обращаются к исламу, чтобы объяснить, что происходит в нашем обществе, то это заводит в полный тупик и именно помогает этим экстремальным группам выставить себя как единственный возможный выход из этого кризисного ситуации, и то есть играет им на руку, грубо говоря. Реакция российских политиков на серию терактов в Брюсселе вызвала большой общественный резонанс и обсуждение в социальных сетях. В частности, интернет-пользователей привело в недоумение официальное заявление представителя российского МИДа Марии Захаровой. К сожалению, мы сегодня приходим к очень печальным итогам политики двойных стандартов в этой сфере. Нельзя делить террористов на хороших и плохих, подчеркнула она. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия» заявил, что теракты в Европе выгодны России. Сирия не Европа. Сейчас теракты идут в Европе и будут идти по всей. И нам это выгодно. Пусть они подыхают и погибают. Чего вы все ждете? Давайте мы с вами будем. Пусть они к нам идут и просят нас. В свете произошедших терактов в Брюсселе, Стамбуле и Париже жители крупных городов опасаются, что такая трагедия может случиться и у них. Наши коллеги из русской службы «Радио Свобода» спросили у москвичей, какие меры, на их взгляд, должны предприниматься для защиты от терактов. Надо делать то, что предлагает наш президент Путин. Вовсю. Вот тогда не будет никаких актов. А когда двойственная политика, она всегда приводит к теракту. Нужно воспитывать отношение такое, что самое главное – это жизнь человека. И воспитывать это с детства. Ну вот вы из Венгрии, а живете в России. Вот вы где себя спокойнее чувствуете, в Европе или в России? В Берегом тоже спокойно. Это только быть такой один раз. Это не так, что каждый день там опасно. По-моему, здесь тоже опасно. Надо поменьше войн, тогда не будет народ бежать. Не пускать туда иммигрантов, по-видимому. Новости о трагедии в Брюсселе вызвали обеспокоенность и у десятков тысяч мигрантов, скопившихся на закрытой границе Греции с Македонией. Они опасаются, что отношение к беженцам в Европе из-за последних событий может стать еще более радикальным и уменьшит их шансы получить убежище.
То, что произошло в Брюсселе, плохо и для нас, особенно для нас. Возможно, теперь они будут еще больше нас бояться, и для нас станет еще сложнее добраться до Европы. Для нас, людей, которым нечего терять, которые не могут вернуться в свои страны. Мы не имеем ничего общего с людьми, которые совершают эти теракты. Мы приехали сюда не для того, чтобы что-то взрывать, не для того, чтобы стать террористами. Мы бежим от войны в своей стране. Мы бежим от бомбежек и от несправедливости. Более 12 тысяч мигрантов сейчас находятся в лагере в деревне Идомени на границе двух стран, пытаясь через Македонию попасть в Европу. Большинство из них стремится в Германию и Великобританию, но пока границы остаются закрытыми. По словам мигрантов, условия в лагере невыносимые, а главное, не хватает воды и еды. Многие уже доведены до отчаяния. Столкновения с полицией здесь происходят регулярно. Акции протеста с требованием открыть границу происходят иногда несколько раз в сутки. Во время одного из последних протестов, на котором собрались более 300 человек, мигрант из сирийского города Ракка попытался себя поджечь. Но людям вокруг удалось потушить огонь и спасти ему жизнь. Мужчина был сразу же госпитализирован. Согласно договоренностям между Евросоюзом и Турцией, все мигранты, которым будет отказано в убежище в Греции, будут депортироваться обратно в Турцию. Те, кто все-таки сможет получить официальный статус беженца, будет отправлен в одну из стран ЕС в рамках европейской программы по переселению. Несмотря на вступившее в силу соглашение, сотни мигрантов по-прежнему продолжают прибывать из Турции в Грецию по морю. Согласно ранее принятым договоренностям, каждой стране Евросоюза выделена квота по приему беженцев. Однако в Литве опасаются, что вместе с теми мигрантами, которых она должна принять, в балтийские страны хлынет новый поток незаконных мигрантов. В Литве уже задерживают беженцев из Сирии и Ирака, которые пытаются прорваться в страны Скандинавии с южных границ ЕС. Подробности в репортаже Дениса Тарасенко. Через Россию в Беларусь, лесными тропами в Литву, а затем на запад Евросоюза. Это уже старый коридор нелегальной миграции, однако до сегодняшнего дня им в основном пользовались жители Вьетнама, Афганистана и России. Обнаружить в лесном массиве их можно только вот таким способом – с вертолета и с помощью тепловизора. С такой техникой нелегалов можно обнаружить даже ночью. Сегодня мы ежедневно сталкиваемся с этим транзитом, которому уже не 1 год. Через территорию нашей страны со стороны востока на запад доминируют жители Вьетнама и Российской Федерации. Не только через Литву, также через Латвию и Эстонию. Со стороны юга также зафиксировано несколько попыток пробраться в страны Скандинавии через Польшу и Литву. Наблюдая за тем, что происходит в Евросоюзе, мы не исключаем возможности, что эти потоки беженцев могут пройти через наш регион. По квоте расселения беженцев в странах ЕС в Литву пока прибыло 6 мигрантов. Молодая пара сирийцев и вот эта семья из 4 человек из Ирака. Они уже успели подать в суд против Литвы, поскольку миграционная служба республики наделила беженцев временным статусом, который можно пересмотреть через 2 года. Всего в Литву по квотам ЕС должно за 2 года прибыть 1105 мигрантов из Северной Африки и стран Ближнего Востока. Однако в Вильнюсе не исключают, что беженцев может быть намного больше. В Литве охраняют 3 границы. Границу с Белоруссией, с Россией и аэропорты. Остальные границы, принадлежащие зоне Шенгена, особо охранять не нужно, но пограничники готовы. Если у этих границ появятся большие потоки мигрантов, то, конечно, будет усилен пограничный контроль. Такой возможный сценарий пограничные службы рассматривают. Ежегодно в Литовском центре регистрации нелегальных мигрантов оседает по несколько сотен беженцев. Лесными тропами из Беларуси их проводят контрабандисты, которые наладили настоящую преступную сеть. Бороться с этим явлением помогает техника. 1070 километров – это длина границы со странами, не входящими в ЕС, а значит внешняя граница всего сообщества. Одна из самых длинных в Евросоюзе. На ее протяжении планируется оборудовать камеры, системы ночного наблюдения, но все это появится только к 2022 году. По моему глубокому убеждению, эта проблема с течением времени станет острее. Мы должны готовиться к таким вещам, но я не знаю, хватит ли у парламента воли и возможности сделать так, чтобы Литва не была переполнена мигрантами. Предложение нашей партии является проведение референдума, так же, как жители Венгрии не побоялись выразить свою точку зрения на этот счет. Такие антииммигрантские настроения среди политиков в Литве достаточно распространены. После терактов в Брюсселе они только обострились. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Вильнюс, Литва. Далее в программе. В Кыргызстане митинги протеста. Оппозиционеры требуют отставки правительства, а кыргызские спецслужбы сообщают о предотвращении попытки государственного переворота с участием бывших чиновников. Сейчас технические возможности позволяют делать монтаж, вырывать определенные слова из контекста.
Скорая по расписанию. В целях экономии в России сократили количество станций скорой помощи, а машины с фельдшерами перевели на работу по часам. Шансы остаться в живых у тяжелобольных практически свелись к нулю. Я так старалась, так билась, чтобы тебе выживать, а ты никак не боролась. В Дубае задержан зять экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева Адиль Тойганбаев. Он в течение 11 лет находился в международном розыске, сообщает кыргызская служба «Радио Свобода» Азатык со ссылкой на МВД Кыргызстана. Адиль Тойганбаев, в частности, обвиняется в мошенничестве, хищении и уклонении от уплаты налогов. Как сообщают наши корреспонденты, сейчас рассматривается вопрос его экстрадиции в Кыргызстан. Тойганбаев женат на Бирмет Акаевой, дочери экс-президента Аскара Акаева, который был свергнут в 2005 году. В Кыргызстане он занимался предпринимательской деятельностью, в частности, производством алкогольной продукции и поставками топлива на базу антитеррористической коалиции в аэропорту Манас. Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана сообщает о том, что в стране планировался государственный переворот. В его организации подозреваются бывшие политики и чиновники. Тем временем по всей республике в течение 2 недель проходят митинги оппозиции, которые требуют отставки правительства. Репортаж Эдилета Бектурсунова. В Кыргызстане обострилось противостояние между правительством и оппозицией. Протестные кампании начались с южных городов. В Джалабаде организаторы рассчитывали собрать 1000 сторонников, но пришли поддержать позицию всего пару сотен человек. Протестная акция оказалась непродолжительной. Из толпы начали освистывать организаторов. В итоге кампанию пришлось свернуть. Такие же истории повторились в других районах и городах. У нас она как-то сама по себе живет, эта оппозиция, у нее есть свои поклонники. Как правило, это родственники, либо сослуживцы, которые находились когда-то в политической такой обойме, да. Вот, и теперь, будучи отлученными от кормушки, значит, всякими, так сказать, способами пытаются вновь, значит, напомнить о себе. На днях в интернете появилась запись разговора якобы лидеров оппозиции по смещению нынешнего режима. Подлинность материала изучает спецслужба. Если скажете «давай», в течение 2-3 дней приеду в Бишкек. Как приеду, сразу же возьмем Белый дом. Назад дороги нет. Как следует из опубликованной записи, оппозиция планировала устраивать бесконечные митинги, которые должны были в конечном итоге привести к беспорядкам. Сейчас технические возможности позволяют делать монтаж, вырывать определенные слова из контекста, да? И потом это все монтировать и подавать в определенном нужном свете. Во главе нынешней оппозиции бывшие чиновники, депутаты и активисты. Один из них недавно отличился оригинальностью. Дулат Турдналиев, герой апрельского восстания, обратился к президенту, стоя возле вырытой могилы. 22 февраля я направил в правительство обращение с требованием по новым тарифам соцфонда, приватизации Мегаком, судьбе Кумтора и Джеруя. После этого за мной начали следить и угрожать мне убийством. Оппозиция добивается отставки правительства и президента. Звучат лозунги, требуют социальную справедливость. Сыграла на руку оппозиции недавние территориальные споры с Узбекистаном. На самом деле за последние 5-6 лет могли бы хотя бы частично решить те приграничные вопросы, которые сейчас есть. И в этом полностью упущение, большое упущение власти. Уличные протесты в правительстве признают как очередную попытку свержения власти. Некоторые наживаются на беспорядках и кровопролитии. Одни умирают на улице, другие строят 2- и 3-этажные особняки, пополняют свои карманы. Целью некоторых лиц является лишь власть. Некоторые экс-губернаторы и экс-мэры когда-то грозили, что уйдут в оппозицию, если их уволят. За месяц в Кыргызстане прошли по меньшей мере 5 уличных демонстраций. Сложно стало понять, где народ действительно выражает свои чаяния, а где попросту лоббируют интересы отдельных политиков. Сейчас оппозиция готовится к новым манифестациям. Эдилет Бектурсунов, Азат Нтымаков. Для настоящего времени. Минздрав России, согласно проводимой оптимизации в отрасли, сократил количество станций скорой помощи, а машины с фельдшерами перевел на работу по расписанию. В результате шансы выжить у тяжелобольных практически исчезли. В Свердловской области, в поселке Ревтинске, на руках у врачей скорой помощи с разницей в месяц умерли 2 молодые женщины. Родственники погибших винят во всем оптимизацию расходов Минздрава. Чиновники, в свою очередь, считают, что проблемы им создают журналисты. Екатерина Пономарева продолжит тему. Я говорю, у нас все, везде уже свеж. За месяц у нас уже могил 40, наверное. Я не знаю, как так можно без
скорой помощи, это вот ужас какой-то. По кладбищу близ поселка Рефтинский нас ведут две женщины. Обе совсем недавно сохранили здесь своих близких. Говорят, там, где свежие могилы, что не история смерти, то история болезни. 40 дней уже было, Катя. 1 апреля будет 40 дней. Здесь похоронен брат Юлии Пономаревой. Он повесился спустя пару недель после смерти жены. Винил в этом себя. Екатерине Погребняк стало плохо с сердцем. Вызвали скорую. Юля вспоминает, медики долго ехали, а потом 2 часа пытались реанимировать женщину в домашних условиях. Они прямо связывались, когда по рации говорили, нам нужен реамобиль, потому что мы на своей не довезем ее до асбеста. Сердце. Отказали. За 2 часа можно же до Екатеринбурга довезти человека. Екатерина Погребняк немного не дожила до 30. Сиротами остались 2 ее сыновей. Одному 8 лет, второму едва исполнился год. Опеку над ними пытаются оформить Юлия с мужем и ее старенькая мать. Я так старалась, так билась, чтобы тебе выживить, а ты никак не боролась. Зоя Ефимова чуть больше недели назад похоронила дочь, 35 лет. У Натальи случился приступ астмы. Ей тоже вызвали скорую. Пока медики ехали, Зоя засекла 40 минут. Она сама делала дочери массаж сердца. По приезду врачей Наталья была еще жива. Вот кардиограмма сохранилась. Почему женщину не успели спасти, у родных не укладывается в голове. Они искали полчаса, наверное, этот дом. У меня дочь, которая после операции, которая не могла еще, на костылях полгода ходила, быстрее прибежала, чем скорая приехала. К этому привела оптимизация Минздрава, говорят в поселке. Раньше в Рефтинском была нормальная больница и своя станция скорой. Теперь ее перенесли за 20 километров в соседний асбест в целях экономии. Раньше и больница работала по-другому. Там и работал приемный покой, и травмпункт. Что мне об этом вам говорить? И поэтому все больные фактически поступали в городскую больницу поселка Рефтинского. Сейчас же каждый 2-й вызов приходится возить в межмуниципальный центр города асбеста. Тяжелых больных до асбеста не довести, а реанимобилей в здешнем парке скорой как не было, так и нет. Станция обслуживает 1 город и 3 поселка, а это около 100 тысяч жизней. Начинаешь вызывать скорую, у них, как правило, включается факс. Мы как-то вызвали, у меня у мамы был сердечный приступ. Вот соседку позвала, через МЧС вызывали скорую. Это уже поселок Нива-Рудянка. Здесь в роли скорой долго была эта старенькая 3-дверная Нива. На ней по вызовам ездят фельдшеры. Неотложка из райцентра сюда едет в лучшем случае полчаса. Так что эту ласточку гнали до больницы в экстренных случаях. Сейчас и Ниву оптимизировали. Работает машина по расписанию. Только после обеда. Когда мы смотрели экономию неэффективных расходов, мы обнаружили, что водитель сопровождает 4 раза за рабочую смену 2 фельдшеров на участок. Конечно, это расточительно. Еще во врачебном пункте Рудянки сократят медсестру и отменят капельницы. Картина не то что по области, по стране одинаковая. После публикации этих историй в СМИ Свердловский Минздрав собрал пресс-конференцию, чтобы объясниться. Виновных в плохой работе системы нашли быстро. Ими оказались сами журналисты. Практическое применение таких информационных поводов, оно очень негативно сказывается и на работе учреждения любого, на работе конкретного руководителя или на работе конкретных медицинских сотрудников. Тем временем и в Рефтинском, и в Нива-Рудянке люди собирают подписи под обращением к властям, чтобы им вернули нормальную медицинскую помощь. А мать погибшей Натальи Ефимовой собирается оформлять опеку над внучками. На одну свою пенсию в 15 тысяч рублей 2 девочек-подростков ей не поднять. Екатерина Пономарева и Илья Новиков. Для настоящего времени. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.